Это Якутия-24 в прямом эфире. Прямо сейчас предлагаем вам трансляцию оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом. Внимание на экран. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Описать ситуацию с COVID-19 в Якутии на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 25 новыми случаями коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. В городе Якутске зарегистрировано 15 случаев, в Чурапчинском, Мирнинском районе по 2 случая, в Ангинском, Нюрингринском, Нюрбинском, Алёкминском, Татнинском и Сялданском по 1 случаю. Необходимо обратить внимание на появление новых случаев в Алёкминском и Сялданских районах, там, где ситуация была достаточно стабильной, в связи с чем перед оперативными штабами этих районов стоит соответствующая задача для принятия мер по усилению мер контроля за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий, как от соблюдения требованиям граждан, так и, соответственно, от дезинфекции пространств. За сутки лабораториями республики проведено 1814 исследований на новую коронавирусную инфекцию. И на настоящий момент у нас уже сделано на территории республики с марта прошлого года 1 012 448 тестов. На 2.04.2021 получили первую вакцину в республике 59 097 человек, вторую вакцину получили 52 386 граждан республики. Продолжается приоритетная вакцинация лиц старше 60 лет. Из числа вакцинированных старше 60 лет первую вакцину получили 13 811 человек. Сегодня поступило дополнительно 30 600 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В течение выходных дней будут работать склады Саха-фармации, и, соответственно, с понедельника вакцина будет распределена по лечебным учреждениям, прежде всего для вновь возобновления, где была она приостановлена вакцинация. Необходимо обратить внимание, что непосредственно вы помните, что вчера был подписан, 1 апреля был подписан указ главы Республики Саха-Якутия, который продлил режим самоизоляции для лиц пожилого возраста старше 60 лет и лиц, болеющих хроническими заболеваниями. В связи с возникающими вопросами хочу обратить внимание на то, что на лиц, которые вакцинированы, либо непосредственно прошли заболевания соответствующим лечением в течение 6 месяцев, данное правило о изоляции не распространяется. Я хочу обратить сегодня внимание на то, что у нас в режиме новых стандартов проводятся у нас ряд мероприятий, в том числе мероприятия и с приезжающими гражданами. В аэропорту города Якутска проводится термоконтроль. Все мероприятия, которые проводятся, в том числе спортивные, необходимо четко соблюдать как дистанцию, так и непосредственно меры индивидуальной санитарной безопасности. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке, а мы переходим к выпуску новостей. Итак, смотрите в выпуске новостей на 15:00. Завоз грузов продолжается. Сколько процентов выполнено от намеченного плана? В преддверии тотального диктанта фестиваль грамотности продолжается в республике. В Якутске запустили Центр грамотности. 150 спортсменов на старте. В Алдане началось первенство по лыжным гонкам среди школьников. Завоз жизнеобеспечивающих грузов в арктические районы Якутии находится на особом контроле. Плановый объем перевозок составляет более 760 тысяч тонн. Доставлено до пунктов назначения 711 тысяч тонн или 93% от плана. Что касается арктических районов, то план составляет 209 тысяч тонн. На текущий момент перевезен 91% от намеченного плана.
Золотодобывающее предприятие «Гросс» заключило соглашение о сотрудничестве с Алекминским районом республики. В рамках этого в текущем году будет оказана помощь местным сообществам на сумму более 9 миллионов рублей. Сообщается, что материальную помощь планируют направить на строительство и ремонт соцобъектов, благоустройство площадей, дорог Алекминска и всего Алекминского улуса, также на строительство и ремонт жилья, проведение культурно-массовых мероприятий и на другие важные цели. В Ленской автобазе «Алмаз-Дортранса» пробуют новую установку. На несколько машин Volvo установили электрообогрев. Он поможет сэкономить дизельное топливо, если пройдет испытание якутскими морозами. Как монтируется новое оборудование и удобно ли им пользоваться, узнала наш корреспондент Марина Крутихина. Водитель Максим Сухарев недавно ездил в рейс до Накына. Проехал почти 800 километров. Отвез груз и испытал новую установку в машине – электрообогрев. Говорит, удобная вещь. Мы приезжаем с рейса, чтобы не расцеплять прицеп. Ставим вот здесь на подогрев его. Дежурному записываемся в журнал. И дежурный уже ночью там поглядывает состояние автомобиля. Он стоит круглосуточно на подогреве, у него автоматическое включение-отключение, термостаты стоят. Электрообогрев на почасовом транспорте в Мирнинском автотранспортном предприятии начали применять в прошлом году. Установки устроили испытания. Важно было понять, насколько она работоспособна. Проверку электрообогрев прошел. Сейчас его пробуют на тягачах Volvo. Проводим тестирование, надежность оборудования на данном виде техники. Вымеряем температурные режимы. Понимание, как будет, в каких условиях, при каких температурах работать данный электроподогрев. Подогреватель охлаждающей жидкости нужен, чтобы водители в рейсе во время длительных стоянок в холод не включали двигатель и автономный отопитель. Так экономится расход топлива. Нами была опробована установка предварительно где-то на 10 автомобилей. Вот это 9-й автомобиль, на который мы его устанавливаем. Разработана была схема установки, конечно, согласно паспорту на прибор вот этому. Мы врезаемся в систему охлаждающей жидкости автомобиля. Там, в принципе, переделок минимум. Подготовка кронштейна, подготовка места установки и сама установка непосредственно. Если оборудование пройдет испытание холодом, ее установят на все автомобили Volvo. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Сегодня в Якутии отмечается День гражданского активиста. Дата учреждена в 2017 году в целях содействия развитию гражданского общества. На сегодняшний день в республике зарегистрирована 1791 социально ориентированная некоммерческая организация. О гражданской активности в регионе говорит и тот факт, что по итогам прошлого года, благодаря участию некоммерческих организаций в федеральных конкурсах, в республику было привлечено более 75 миллионов рублей. По традиции в этот день устраивают различные мероприятия, форумы, семинары, круглые столы. В пространстве коллективной работы «Точка кипения» сегодня собрались гражданские активисты, инициаторы проектов, которые реализуются на территории Якутии для обмена опытом и совместного решения актуальных вопросов. Очень важно поддерживать предпринимательские проекты, и важно, чтобы люди на местах, независимо город, село, большое село, маленькое село, они знали, как можно реализовывать эти проекты. Есть очень хороший опыт у других регионов, когда через ТОСы, территориальное общественное самоуправление, реализуются такие проекты в сфере туризма, ремесел, торговли. Об этом тоже мы будем говорить со специалистами, профессиональными практиками, предпринимателями. Фестиваль грамотности продолжается в республике. Так, в преддверии всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» в Якутской национальной библиотеке открыли сегодня Центр грамотности. Более 100 печатных изданий на тему грамотности и русского языка, современные энциклопедии, справочники, научно-популярная учебная литература, мастер-классы для библиотекарей и многочисленные образовательные программы. Все это теперь находится в одном месте. Центр грамотности – это место притяжения всех горожан, интересующихся лингвистикой и развитием своего языкового потенциала. Мы надеемся, что он будет регулярно обновляться, и как раз-таки наши партнерские взаимоотношения с фондом «Тотального диктанта» и фондом Центров грамотности России как раз-таки позволяет нам наладить такое взаимоотношение, чтобы всегда были обновления изданий, издания
конечно же, не должны стоять на одном месте, поскольку в целом развивается филологическая наука, очень интересный процесс сейчас происходит в языке, а язык — это, конечно же, живой организм, который всегда претерпевает изменения. Вот их нужно своевременно осмысливать, понимать и знать, каким образом можно использовать в грамотной речи. На Комсомольской площади столицы организовали традиционную выставку собак в рамках Дня охотника. В Якутии всего представили 5 разновидностей лаек, самые распространенные породы в нашем регионе: восточно-сибирская, западно-сибирская, аборигенная, якутская, охотничья лайка. Как отмечают организаторы, с каждым годом в Якутии растет число породистых охотничьих собак. Это связано с тем, что якутяне уделяют особое внимание содержанию и разведению породы. В этом году собак будет оценивать эксперт первой категории Александр Попов из Новокузнецка. Я в Якутии впервые. Давно мечтал сюда попасть. Я благодарен, что меня пригласили, оказали мне такое доверие. Потому что много разговоров о якутских собаках ведется. Одно время здесь была подзаброшена работа с охотничьими собаками, регистрация собак, выдача документов. Сейчас это дело все налаживается. Есть очень красивые собаки породные, есть явные помеси, где-то привезенные издалека. Но это всегда так было. Охотники в поселках глухих, для них они не понимают порода, для них главная лайка. Рабочая, им все равно восточница, у тебя рабочая, у меня рабочая, вместе повязали. Так все-таки делать не стоит. Надо придерживаться одна порода и другая порода, чтобы не смешивать. В Алдане стартовало первенство по лыжным гонкам среди школьников. На лыжню сегодня вышли более 150 детей и подростков, а главное спортивное событие сезона, 4-я спартакиада, соберет на алданских трассах сильнейших спринтеров, юниоров и мастеров спорта. Репортаж Татьяны Вахниной из Алдана. На Радиогоре в ближайшие дни будет не по-весеннему жарко. Впрочем, от накала страстей снег не растает. На лыжных трассах лыжно-биатлонного комплекса Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва забытое оживление. На старт выходят школьники. В первенстве по лыжным гонкам силами померятся более 150 юных спортсменов из 12 районов Якутии. Настроение нормальное. Тут я уже многократно участвовал. Лет 5, наверное. Я настроена на победу, хотя я только второй раз участвую. Первые соревнования для меня прошли достаточно легко. Есть воля, но победить хочу. Азарта и спортивного задора спортсменам не занимать. В соревнованиях одинаково важны как лыжное мастерство, так и воля к победе. Первенство включит состязания по 3 дисциплинам на дистанциях от 3 до 10 километров. Соревнования проходят в рамках подготовки к международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в 2023 году. По итогам этого первенства будет сформирована сборная команда республики для участия на первенствах России, а также будет сформирована сборная команда детям Азии, которые пройдут вторые игры в городе Кемерово. Первенство по лыжным гонкам среди школьников предваряет 4-ю спартакиаду зимних видов спорта. Спортивный праздник будет проведен как чемпионат республики. С 7 по 11 апреля в Алдане пройдут эстафеты, соревнования по лыжным и спринтерским гонкам, а также чемпионат республики по биатлону. Ожидается, что в дни спартакиады на лыжню выйдут более 100 участников. В этом году спартакиада будет, но она будет в рамках чемпионата республики. И все равно в условиях пандемии это будет не тот праздник, к которому мы привыкли. Это будет мероприятие без зрителей и, конечно же, не в том масштабе. В спартакиаде примут участие сильнейшие спринтеры, перспективные юниоры, мастера и ветераны лыжного спорта. Для болельщиков и поклонников лыжных гонок старты и забеги будут транслироваться в режиме онлайн и по телевидению. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте всегда в курсе.